Веселье, пьянка, читка. Я стал старый. Мне это стало обидно. Якутяне смотрят это ревниво. Мне было почти 40 лет, а в 40 лет у многих депрессия. Так что это в каком-то смысле был такой шаманский ритуал. Мы находимся на книжной ярмарке Non-Fiction, и это такой своеобразный рай для всех любителей современной литературы. 29 стран-участниц, сотни различных мероприятий, тысячи посетителей. И здесь же, на площадке Non-Fiction, состоялась и презентация новой книги Андрея Геласимова. Роман называется «Чистый кайф», и главный герой здесь – это рэпер. Вообще, Андрей Геласимов – это один из топовых современных русских писателей. Он переведен на 15 языков, не раз экранизировался, обладателем многих литературных престижных премий. И вот мы встретились с ним здесь и спросили, как написать популярный роман, почему он ездил в турне с Бастой, потратил на это полгода. А также мы узнали, в какой стране популярнее всего стал его роман «Холод», где главное действие происходит в нашем Якутске. Ну, Андрей Валерьевич, сегодня будет презентация вашей новой книги «Чистый кайф». Вот расскажите, про что этот роман? Кто там главный герой? Это роман о поколении, чья молодость пришлась на 90-е годы и оказалась под сильным влиянием рэп-культуры, которая только тогда в России зарождалась, движение хип-хопа, влияние афроамериканских чернокожих рэперов. И поскольку это дело все начало происходить в Ростове, где начинал свою карьеру Баста и группа Каста, то все это очень здорово так сдобрено ростовским колоритом. Бандиты, наркоманы, в общем, всякие такие дискотеки, всякая веселая жизнь, и очень тяжелая в том числе. На обложке там фотография с концерта Басты, вот, и многие думают, что главный герой тоже он. Но... Это не совсем так. Василий Михайлович был в некотором смысле прообразом. Я, во всяком случае, свое общение с рэперами начинал с него. Ездил с ним в тур по Германии. Здесь, в России, в общем, много концертов его посетил. Но впоследствии мы с ним так долго-долго разговаривали, и я понял, что круг моих интересов и вопросов к этому поколению гораздо более широкий, чем он может ответить. Его опыта, его личного мне не хватило как писателю. Я начал разговаривать с другими рэперами. И из его лейбла, и другие люди, и те, кто жил в Ростове в 90-е годы. Поэтому в итоге у меня получился собирательный образ, который не называется Вася, это, в романе это теперь Толик, но у него сценический псевдоним Бустер, что, в общем, ну, похоже на Басту, но это не Баста, ни в коем случае. Баста в данном случае играет роль некоего символа поколения, да, как наиболее ярко выразившего и добившегося наибольшего успеха среди этой группы людей, вот ныне 40-летних, скажем так. Вот. Но он точно не единственный, там у меня как минимум еще 5 человек существует и 5 историй, слитых в одном этом образе. А сам Баста читал? Да, конечно. И как вообще у него реакция? Я знаю, что он даже какие-то части, он даже постил у себя в Инстаграме. Ну да, он сколько может, он как друг поддерживает, потому что мы хорошо общаемся. Но он понимает прекрасно, что эта книга не о нем. Даже он недавно тут записал ролик, скоро мы его запустим. Значит, и он там говорит, к сожалению, эта книга не обо мне. Он обиделся на это? Ну, не обиделся, но я думаю, ему понятнее было бы, если бы я, общаясь с ним так долго, написал книгу просто про Васю, конкретно, вот со всей его историей и так далее. А я же много придумал. Мне надо было поместить этих героев в некое художественное пространство. Для этого существует композиция, фабула, сюжет. А в жизни этих парней фабул-то особых не было. Фабулы были простые. Веселье, пьянка, читка, любовь. И все. Ну, а мне же надо сделать, чтобы роман был. Чтобы у меня герой развивался, следить за ним, значит, ставить его в определенные обстоятельства. И чтобы эти обстоятельства вели к чему-то. Ну, то есть по науке, по литературной. Поэтому просто рассказать историю Васи, тогда это была бы документальная книга, байопик, да? Я не готов пока писать документальные книги. Мне не интересно, я же писатель художественной литературы. Насколько близка вам вообще рэп-культура? Вот вы слушаете такую музыку? Она была совершенно не близка до начала работы над этим романом, но я примерно полгода делал исследования, ресерч, вот когда ездил в тур и по концертам Васи ходил. Я постепенно как-то втянулся, да. Хип-хоп стал мне близок, я сейчас слушаю очень много рэпа. А какого, например? Да, разного. И русские слушаю с интересом. Мне нравится Каспийский груз очень, ребята. Мне нравится ТГК, если говорить о русских. Оксимирона, конечно, я очень уважаю. Много-много разного. И американский рэп тоже в том числе. Ну а почему вы решили все-таки обратиться к рэпу, если эта культура для вас была, ну, не близка, например? Она мне была не близка, Максим, ровно по той причине, что я стал старый.
Мне это стало обидно, и я хотел понять, как дальше жизнь без меня-то двигается. Понятно, да? Я решил изучить, тем более, но это же уже не субкультура. Когда я подошел к исследованию этого пространства, это уже мировая индустрия шоу-бизнеса. Просто с миллионными, многомиллионными бюджетами, многотысячными концертами, с исполнителями, которые уже в ранге не просто поп-звезд, но кумиров и в России, и в Америке, и во Франции. Сколько в общей сложности вы работали над этим романом? Я примерно полгода вел исследования, research, общался с вот этими рэперами, общался с наркоманами, общался с работниками рехабов, реабилитационных центров, общался со священниками, ездил в монастырь, в Псковскую область, разговаривал с психиатрами. То есть это вот ушло примерно полгода, да, пока я исследовал все поля, которые у меня задействованы в романе. И потом я пошел в текст, и это заняло примерно 2 года. Вот 2 года письма. Вы долго работали над романом, и что было самое сложное? Самое сложное было точно попасть в голоса этих ребят. То есть для меня их язык совершенно был не близок. Их сленг очень такой непростой, который еще и смешивается с ростовским сленгом, да, с южным. Еще и рэперский сленг. Плюс они говорят очень образно, очень ярко. За Васей слушать, вот просто Васю слушать, это какое-то отдельное удовольствие. Ты еще должен все время расшифровывать смыслы, которые он говорит. Он все время говорит образами. Вот это было сложно, уловить его образную манеру говорения. Плюс она должна была быть ритмической, потому что он мыслит ритмически. Вот это, пожалуй, было самое сложное, найти голос героя. А тексты какие-то присутствуют в романе? Да, Вася нам разрешил использовать свои треки. У меня есть тексты Сансары, текст «Моя игра», «Долби мой лед» и, по-моему, «Моя вселенная». А как вы выбирали эти песни? Они мне нужны были по сюжету. То есть я подходил, если к теме наркозависимости, то начал звучать «Долби мой лед». Да? «Долби мой лед, но не замерзай». И вот эта вот зависимость, да, человека. А я знал, что в финале, когда любовная линия разовьется, он обязательно должен исполнить Сансару. И вместе со своими детьми. Потому что он говорит, наши дети будут лучше, чем мы. И поэтому у меня появились дети, и он поет Сансару. Сейчас кинематографисты, да, обращаются к художественной литературе и ищут какие-то сильные тексты, которые можно потом экранизировать. Да? Ну да. Вы, когда писали этот роман, вы думали о том, что, возможно, это будет будущий фильм, потому что тема такая популярная довольно-таки? Я как-то особо не задумывался, но когда я уже заканчивал первую часть, уже появился продюсер, попросил это почитать, и он вот все это время ждал. Они ждут сейчас, сейчас уже сели писать синопсис. Ваши произведения не раз экранизировались. И вот скажите, есть ли какой-то у вас любимый фильм? Мне очень нравится фильм «Кеды» Сергея Соловьева. Это снято по моему рассказу «Paradise Found». Это очень артхаусное кино, совершенно не кинотеатральное. На него никогда не придет зритель. Но, как мне кажется, я в этом абсолютно даже уверен, мне не кажется, мастер Сергей Соловьев очень искренне, очень точно сделал свой манифест о жизни, об искусстве, о любви. По кому мы палить-то будем? Ты, главное, целься поаккуратнее! Огонь! Никто не знает, кому как карта ляжет. Платим дважды, однажды не заметив лажу. Однажды не заметив лажу. Каждый сажу можно нарисовать счастье. Жизнь, кастинг, горим и гаснем. Кино непростое, снято непростым образом, но меня всегда трогает до слез. Плюс там треки Васи. Опять же, треки Вася. Баста писал треки для этого фильма. Насколько тогда вот рассказ «Кеды», да, похож на киновоплощение? Не очень похож. Сергей Александрович очень здорово внес самого себя туда. Там теперь это кино это существует по законам А Соловьевского. вам не обидно? Не, ни в коем случае. Это же кино Соловьева. Человека, который снял «Ассу», человека, который снял «100 дней после детства», Егор Балучев и другие. То есть это его вселенная стала. Он взял мой текст лишь как адрес, по которому он пойдет. А есть какой-то нелюбимый фильм, вот поставленный по вашим произведениям? Нет, я бы не сказал так, потому что всякий режиссер и всякий продюсер сделает свое произведение. Я абсолютно лоялен ко всем. То есть я могу не досмотреть, сказать, ну, скучно, да, там и так далее, но... Для нас, якутян, ваш роман «Холод», конечно же, стоит особняком, потому что, читая его, ты узнаешь очень многие места. Это и площадь Ленина, это дамба, это танк, это улицы, то есть топонимика вся она сохранена. И вот интересно, о чем этот роман для вас в первую очередь? Я писал экзистенциальную драму себя, свою депрессию,
И просто Якутск был взят как декорация, да, как будто я в кино выстроил декорацию некую. Там происходит холод, вот этот дикий, да, дичайший. Вот эта авария страшная, по-моему, 2002 года, я сейчас точно не помню. И для меня это просто было именно декорацией для внутреннего холода моего героя. В том состоянии, той депрессии, которую я тогда переживал. Мне было почти 40 лет, а в 40 лет у многих депрессия. Ты теряешь ориентиры, теряешь смыслы, теряешь интерес к жизни. И вот я героя, находясь сам в этом состоянии, решил поместить его именно в наши экстремальные холода якутские северные, чтобы он там, чтобы ему мало не показалось. Если мы продолжим разговор о романе «Холод», то вот интересно, как к нему отнеслись читатели. Вот в Якутии понятно, что у нас в республике, конечно, очень ревностно ко всему отнеслись. Ну а вот что о нем думают, например, американцы или французы вот в других странах, где он уже переведен, я знаю, на несколько языков? Ну, в Америке он очень хорошо продавался. На Амазоне он года 2 назад поднялся на самую верхнюю позицию. Сейчас скажу, он месяц стоял в первой 5 самых продаваемых книг, самых скачиваемых книг на Амазоне. То есть я был выше, чем Джоан Роулинг на пару позиций. Месяц. И как вам? Ну, мне было приятно, это не может быть неприятно. Дальше, вот сейчас во Франции он вышел. Я лечу в феврале в Париж представлять французской публике «Холод». Он вышел буквально месяц назад на французском языке. Я не знаю, какая будет реакция, совпадет ли она с американской, но надеюсь, что парижане примут с интересом этот роман. Просто ведь якутяне смотрят это ревниво. Они читают это ревниво. Они говорят, это про нас, не про нас. А дело в том, что не про них. Вот в чем штука. Это про меня. Ну вы тоже якутянин. Ну да, конечно. Видимо, в Америке она зашла, потому что там тема депрессии очень важна. Там они все сидят на антидепрессантах, и им это хорошо. А в Якутске антидепрессанты же не нужны. У нас водка строганина, вот тебе и самый лучший антидепрессант. Понимаешь, какая штука? И они читают про депрессию, говорят, что вообще, что за проблема у чувака? Поэтому в Америке зашла, в Якутии, может быть, не зашла. А вам, то есть, комментарии какие-то присылали якутяне? Из Якутска? Ну, не очень помню, нет. А американцы что? Американцы пишут разные слова, да. И с благодарностью, и с руганью обязательно, что зачем ты так, нельзя так, дружище. А что, например, что нельзя? Ну, что герой у меня отрицательный. Я же взял героя, я взял все самые плохие черты, какие во мне были, и в моих окружающих, и вселил в одного человека. Просто, знаете, как шаман. Все плохое собрал, в одно место посадил, запаковал и выбросил во Вселенную. Вот. И избавился от этого. Так что это в каком-то смысле был такой шаманский ритуал. Какого писателя или какой роман вот современный вы можете посоветовать? Я мало читаю, Максим. Я в основном играю на PlayStation. И пишу, да? И пишу, да. Я читаю, ворую из игр и пишу. Меня впечатлила последняя новейшая игра Кодзимы Death Stranding. Я сейчас играю в нее. Кодзима гений абсолютный, японец такой. Там вселенная, как у Миядзаки. Мне это дико нравится. Я не думаю даже, что есть писатели, которые смогут написать так круто, как Кодзима придумал свою вселенную. Ну, Андрей Валерьевич, спасибо вам Спасибо за вам. беседу. Спасибо вам.